Сейчас в стенах пожарно-спасательного колледжа не учатся, а спасают, пусть и условно. Это региональный этап всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который организовало движение первых. 19 команд, в каждой по 5 человек. Это те, кто уже сегодня может стать тем самым первым, кто придет на помощь в критической ситуации. Мне досталось задание провести сердечно-легочную реанимацию пострадавшему, который потерял сознание, дыхание, и у него отсутствовал пульс. В первую очередь я оценила опасность, чтобы она не угрожала ни мне, ни пострадавшему. После я нашла место, куда должна прикладывать руки и делать компрессию. После компрессии была вентиляция, и мы спасли, возможно, даже жизнь пострадавшего. Всего 3 локации, на каждой своя чрезвычайная ситуация. На первой площадке многозадачность. Ребята сталкиваются сразу с 3 пострадавшими. Человек без сознания, человек с инородным объектом в ноге и тот, кому что-то попало в горло. Нужно быстро провести первичный осмотр, определить, кому помощь нужна в первую очередь и начать действовать. Здесь, как выяснилось, важны не только медицинские, но и человеческие качества, ведь пострадавший может не идти на контакт. Пострадавший очень сильно переживал, просил меня отойти от него, проявила понимание к этому человеку. Я всячески пыталась поддержать данного человека, сказала, что скоро его родные придут, чтобы он не чувствовал себя хуже. Дальше у участников проверяют навыки сердечно-легочной реанимации. Здесь на манекенах-тренажерах ребята отрабатывают алгоритм спасения человека при остановке сердца. 3-я локация моделирует травмы, с которыми можно столкнуться в быту или при ДТП. Открытое артериальное кровотечение, кровотечение из носа, шоковое состояние. Счет идет на секунды. خنشودها سجوار جوين بيركم أكزاتيش خنشودها تيجي وجه كنيش كتبار هيجوال خيات وجه حيوجه знаниш цани حيوجه практики цани بيركم أكزاتيسها. Чемпионат охватил почти 100 участников из школ и колледжей со всего региона. Организаторы уверены, спасти жизнь – это не просто призвание, а навык. Навык, необходимый каждому. Значимость данного проекта в том, чтобы подрастающее поколение, наша молодежь обладала достаточными теоретическими, ну и практическими навыками оказания первой помощи, доврачебной первой помощи пострадавшему. Командой победителем чемпионата стала сборная 4-й школы Кантышева. Она будет представлять Ингушетию на следующем этапе. Хадиджа Ивоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.